Так, всем привет! Традиционное итоговое видео. Постараюсь быть кратко и все по существу. Значит, прошу прощения, что снимаю при искусственном освещении, потому что дома шумно, а на улице ветрено. Скорее всего, микрофон будет задувать. Поэтому вот так. Значит, все стандартно достаточно. 7 ножей якутского типа. Ничего особо нового. Так, по мелочам. Значит, мелочь первая. Впервые на якутские ножи я поставил 95 Х18, то есть нержавейку, на 2 ножа, вот на этих. Раньше я нержавейку ставил только на классические ножи. Почему? Ну, не знаю, как-то вот так. В принципе, ничего сложного в этом нет. Единственное, надо перестраивать мозги после ковки углеродки, потому что нержавейка куется на температурах, которые повыше. На холодную стучать нельзя, иначе она начинает, трещать. Можно трещину получить. Вот, это первое новшество. Второе новшество, то, что теперь на всех якутских ножах, наверное, я буду делать так теперь постоянно, я делаю рукояти, скажем, не цилиндрической, а конической формы. То есть вот именно вот если вот так только смотреть. То есть вот в этом месте, в районе больстера, уже, чем в районе, вот в этом месте, в районе тыльника, где-то разница на 5-6 миллиметров, там, в зависимости от ножа. Сделано это, по сути, исходя из художественных соображений, потому что как бы вот эти две линии, да, то есть со стороны обуха и со стороны режущей кромки, они являются неким продолжением линии клинка, да. То есть вот если вот так вот посмотреть, не знаю, видно вам, нет, сейчас вот так. То есть они являются неким продолжением, да. То есть клинок имеет некую такую треугольную форму, да, приближенно. Вот, и рукоять имеет такую же форму, как бы неким его продолжением. Так, рукояти в этот раз достаточно все ухватистые, широкие, поэтому вот так. Так, это у нас было второе новшество. По сути, третье новшество это то же самое с деревянной частью ножен. То есть раньше я тоже делал некоторые сужения, но не столь очевидное. Вот, теперь оно есть. То есть в этом месте у нас деревянная часть ножен уже, чем вот в этом месте, аж на 6 мм. То есть по 3 мм с каждой стороны. И, соответственно, в профиль то же самое. Здесь на 6 мм уже, чем здесь. Вот. Но мне кажется, так изящнее и все такое. Ну и полегче там. Потому что... Так. Значит, этот нож. По материалам здесь у нас комель березы, тонированный морилочкой. Рог оленя. И сталь на клинке 9ХС. Значит, рукоять на всех ножах будет 120 мм, чтобы 10 раз не повторять. Короче, одинаковая. Она шириной 120 мм, очень ухватистая. Так, на всех клинках рог оленя, больстер из рога оленя. Вот, значит, тесемка самодельная из миллиметровой кожи, склеенной вдвое, потому что покупная тесемка вообще не внушает доверия. Я ее несколько раз там порвал, вот, и она тянется. Короче, пришлось сделать самостоятельно, вот такая вот некрашенная. Почему не крашеная, в общем, не знаю. Вот, кожа растительного дубления, тоже формованная, крашеная. Шов максимально приближен к округлой поверхности. Долго объяснять, почему так. Короче, в этот раз вот так. Вот. Ну и, соответственно, давайте конкретно теперь смотреть крупным планом. Значит, вот так вот все это выглядит. Подгонку больстера смотрим. Вот такая с этой стороны, вот такая с этой стороны. На всех ножах машинный сатин оставлен, как обычно, в общем. Легкая линза, то есть сначала сделан прямой спуск, а потом на провисшей ленте сверху залинзовано. Сведены все в ноль, поэтому оценивайте степень применимости. Постоянно это говорю, и придется это постоянно говорить. То есть ножи сделаны исключительно для того, чтобы резать. Режут они очень хорошо, исходя из такой геометрии. Вот так. Кончик тут вообще прям деликатный тоже. Так, значит, размеры клинка у нас 120 мм в длину, 28 мм в ширину и 2,5 в обухе. Значит, подгонка кожаной части к деревянной части. Вот такая вот. Вот, кожа пропитана обувными восками, натуральными, бесцветными. Приятный запах имеет воск на основе норкового масла. С добавлением, точнее, норкового масла. Вот, нож в ножнах фиксируется уже так хорошо, приятно.
Значит, на всех ножах, а еще такой нюанс, ну, напомню, кто-то знает, кто-то нет, на всех ножах есть такая защита от дурака, так скажем, ну, я ее называю. То есть, в деревянных части ножен клинок может заходить любой стороной. Вот так, вот так. То есть, на некоторых ножах он очень хорошо заходит, на некоторых не очень. Ну, потому что он формовался только в одном положении, кожа формовалась. А все равно присутствует некая асимметрия. То есть, вот так можно засовывать, можно вот так засовывать. В принципе, видите, этот нож одинаково хорошо. Вот. Ну, на самом деле, это не нужно, ну, просто чтобы, как бы, там, в попыхах, потому что нож, вот по нему, когда ты смотришь, да, со стороны, непонятно, как расположен клинок, потому что ножны квадратные, рукоять квадратная, да, сплошная симметрия, непонятно. Поэтому, чтобы не путаться, сделана вот такая вот штука. Так, второй нож. Тоже комель березы, тонирован, он более кучерявый, интересный, тоже тонирован. Давайте сразу посмотрим на всю его изнанку. То есть здесь кое-где каверны есть, все застабильно клеем. Вот так вот он выглядит. Жалко, что сегодня солнца нет, я показал, как переливается все это. Так, достаем. Вот. Смотрим на него. Подгонка больстера. Вот такой вот дол. Значит, у этого у нас габариты 120 мм длина, 28 мм ширина и 2,9 он в обухе. Сталь тоже 9 ХС под правшу. То есть первый и второй это под правшу, не путайте. Текс. Третий номер. Третий номер это у нас кап клена ясенелистого. Причем здесь так получилось, что на ножнах деревяшка подобралась более кучерявая, более красивая. То есть вот. Она тоже тонирована, той же самой морилкой. Вот, более кучерявая, чем на рукояти. Но зато на рукояти она более плотная, твердая. То есть здесь кучерявость только со второй половины длины начинается, ближе к тыльнику. Ну вот так, короче, не спрашивайте опять, почему так. Вот, здесь сталь тоже 9 ХС, вот такой дол. Значит, длина у нас 121 мм, 28 мм шириной, 2,6 мм толщиной. Тоже под правшу. Такой приятный товарищ. Вот, здесь вроде бы так вот ничего не скажешь. На всех ножах отверстия есть, чтобы все вентилировалось, проветривалось. Так, значит, четвертый товарищ. Это сувель березы, мореный в нашатыре. То есть он ничем не красился, он такой вот есть. У него вот это вот места, вот эти вот боковые, они очень красивые, переливаются. Причем он такой торцевой. То есть видно вот эти годичные кольца все. И он имеет такой немножко пепельный оттенок вот из-за того, что мореный. Короче, красиво, красиво. Рукоять тоже переливается на солнышке. Так, смотрим подгонку больстера. Блин, может вот так будет лучше видно? А, вот так лучше видно, да? Вот, значит, тоже под правшу, тоже сталь 9 ХС. Так, это у нас четвертый товарищ. 120 мм в длину, 28 в ширину. Они все 28 у меня, короче, получились. Я не знаю, как так. Так, и 2,6 мм он в обухе. Вот такой вот товарищ. Так, значит, пятый номер. Это у нас самый, наверное, маленький нож из орешника. То есть орешник или лещина, ну, который в лесу растет, в общем, знаете. Тоже тонированный, он такой интересный, у него фактура. Вот, я его немножко брошировал, то есть металлической щеткой прошелся, и он такой приятный на ощупь стал. Вот. Так. Достается уже очень легко. Вот здесь вот лучше видно, как он броширован, но у него такой блеск матовый, шершавость есть. Так, подгонка больстера. Сталь тоже 9 ХС, углеродка. Значит, длина клинка 110 мм, 28 мм ширина и 3 мм он в обухе. Так, значит, у этого ножа есть с ножнами небольшая, так сказать, накладочка. То есть, если вот, сейчас попробую вам показать. Вот, если вы посмотрите вот на этот шов, то он не соосен, он немножко смещен. Вот эта часть нижняя смещена чуть туда. Ну, видите, да?
То есть он неровно идет. Ну, как бы это ни на что не влияет, но эстетически, конечно, не очень. В общем, при формовке, при склейке так вот у меня повело. Поправить не удалось. Вот такой вот ножик. Так, значит, номер 6. Здесь тоже у нас сувель мореный в аммиаке. Они очень похожи. Ну, из одних кусков были сделаны. Вот. Рукоять тоже сувель мореный. Подгонка Бойстера. Значит, клинок здесь уже нержавейка. 95Х18. Так, длина клинка 122 мм, достаточно длинный. 28 и 2,7 в обухе. Так, ну и крайний, последний, 7. Это орех кавказский. Орех кавказский. Из одного куска сделан, но он немножко разных цветов. Сейчас покажу. То есть он, вот видите, да, у него одна половинка светлая, одна темная. То есть у меня он в брусках хранился, и, видимо, один брусок там, он с торца был замазан краской, чтобы не трескался. Но это мне подарил Кирюха еще в свое время. И он с этого места как бы проморился. То есть он такой двухцветный стал. Но мне кажется, это прикольно. Вот, и я решил это на рукоять поставить. Значит, погонка Бойстера. И с этой стороны. Здесь у нас тоже нержавейка 95Х18. И если вы заметили, это нож, у которого дол с другой стороны, потому что это нож под левшу. Ну, это я для одного человека хорошего делаю. Значит, у него длина клинка 117 мм, 28 шириной и 2,5 он в обухе. Вот такой вот товарищ. Так, стоп, вот так, под левшу же. То есть ножи в ножнах изначально, да, засовываются таким образом, чтобы дол смотрел как бы наружу. Ну, то есть под правшу. Вы же, когда нож вставляете режущей кромкой как бы на себе, ну, вот режущей кромкой в ту сторону, да, то есть вот, смотрите, он у вас висит на поясе, вы там правой рукой берете его и вот так вот его вставляете. Ну, то есть вот в таком положении кожаная часть и формовалась. В общем, все. Все, что хотел, вроде бы сказал, да, вот, но если что-то забыл, обязательно там напишу в комментариях. Все, всем спасибо, кто смотрел, всем пока.